теперь я решил записывать, короче. Наконец-то я вышел. Ой, так, надеюсь, у меня этот засыпания не будет. Так, посмотрим время. 2:43 ночи. Так, здесь тоже запись пошла. По полчаса буду записывать. Итак, душлар, бисмилля, усесться надо нормально, да ведь? Пока я не поменяю это. Так, весь день у меня не было этого интернета, получается, поэтому я чуть-чуть буду тупить. Так, я сюда, все нормально, да? Две камеры снимает меня. Теперь нормально вижу. Блин, сейчас, секунду. Пока людей нет, сейчас притащу очки на всякий случай. Так. Так, очки мои. На всякий случай. Так, если это начнется издалека, чтобы не смотреть, чуть-чуть надо очки, может, придется напяливать. Так, ладно, бисмилля. Башлыбес эфирна. Ну, это я в это потом в ТикТок буду закидывать потом. Вот. Какие новости, пока я сегодня, пока я этот не понял я. Ну, начинаем читать Телеграм. Телеграм, да, очень много накидали, братаны. Вот. Ну, чуть-чуть я отстал от темы. Ну, потихоньку начнем. Итак, последний этот. Последняя тема. То, что мне сейчас скинули. Нет, давайте с Куштау начнем, потом туда перейдем, да? Давайте в Куштау перейдем сперва. С Куштау начнем, а потом уже дальше посмотрим, какая тема будет тут. Потому что в Куштау этот тема, общая тема, да, ведь? По Башкортостану. Итак, ну, предпоследняя тема, что-нибудь такое. Так, вот давайте вот с этого начнем. Короче, вот самая так тема. Тут Кутакбаш, который Ренат какой-то, Ренат или как его звали, если помните. С него давайте начнем. Республика Юрту деген Телеграм. Да? Ну, Куштауда, Укойбас вообще Республика Юрту получается. В Бурзянском районе показательно сожгли флаг Российской империи. Видео от нашего подписчика. Получается, ты раз Бурзяндагай Малайлар накосячили беденды, если помните. Вот. И сегодня, получается, они сжигают, короче, вот эту всю тематику. Видно, не видно. Короче, полностью сожгли этот, куда показывать, даже не знаю. Сожгли, получается, как это, флаг этой чертовой Бурзянский район. Вот возле эмблемы Бурзянского района, получается, сжигает вот этот узкожопый флаг. Давайте почитаем. Накануне Нового года в Башкортостане разгорелся скандал. Трое башкирских парней из Бурзянского района сфотографировались с флагом Российской империи. Ну, если помните. Фото быстро разлетелось по соцсетям и вызвало негодование среди башкир. Русская имперская символика в башкирской деревне напомнила многим о Сиантузской резне 1736 года, когда под командованием Алексея Тевкелева отряды русской имперской армии убили 1000 жителей деревни и еще 105 мужчин были сожжены в амбаре. Не очень приятное воспоминание, согласитесь.
Резкая реакция земляков подтолкнула парня принести публичные извинения. Ребята объяснили, что никак не планировали обидеть либо унизить свой народ. Казалось бы, ситуация улеглась и здравый смысл восторжествовал, но вскоре с башкирскими ребятами пообщался бывший мент, а ныне герой СВО Ренат Культуманов. Бывший мент он еще был, уебок, этот Ренат Культуманов, известный своими пытками над подчиненными и отжимом имущества, о чем неоднократно писали СМИ Башкортостана. И вот башкирский парень вновь фотографируется с имперским флагом уже под присмотром мента-мародера. Вот оно что еще, блядь. Однако ни ментовский надзор, ни угрозы не пробудили среди башкир любви и уважения к флагу Российской империи, который этой ночью показательно сожгли на въезде в Бурзянский район. Молодцы, молодцы. Сейчас даже комментарий скину. Мына былай екен бит, туганлар. Мына шулай эшләргә кирәк ул. Но по идее Хабировны ызбасын хатыны белән ягып ташларга кирәк. Флаг кына түгел. Вот так. Как говорится, республика йортымы, значит шул республика йортын ягып ташларга кирәк. Һәм Хабировны йортын да ягып ташларга кирәк. Или шартлатырга кирәк. Ну, я с другого аккаунта просто скинул этот комментарий. Итак, дальше. Ну, по порядку, чтобы на другую тему не перебегать. Так, когда мы посещаем колонии, вы себе представить не можете, какое там количество желающих отправиться на СВО. И есть и те, кто уже был там, вернулся снова, оказался за решеткой и опять хотят служить. Там точно никого не принуждают идти воевать или создают для этого невыносимые условия. Заключенные сами этого жаждут. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев. Короче говоря, то, что после войны уголовники снова нарушают закон и оказываются за решеткой, уполномоченного по правам человека нынче не огорчает. Его радует, что они снова хотят отправиться на войну. Ну, вот так вот. Полный ебанизм. Все, как говорится, услышали, наверное, по 4 ляма, где деньги дают. И они решили, как говорится, на этой почве, получается, подзаработать бабла, что ли, или что, едут все подряд. И им похуй. Тюремщик вернулся, маньяк обратно поехал, опять изнасиловал детей, как на том этом эфире я говорил, как, блядь, нахуй, посягательство на дочку, блядь, 2-летнюю, блядь. Потом 9-летние до 14 лет, блядь, рожают туда-сюда. Ну, все это хуйня, блядь. Та же система. Но это, где это ебаный народ? Где он сказал, блядь? Алтай, блядь. Ну, сука, буряты, Алтай, якуты, блядь, если помните, не помните тот день, как что пошло, да? Как говорил об этом, нет? Я не смотрел. У меня не было этого, блядь, эфира, да, вроде бы. Якут, получается, убил украинца, ВСУшника, короче. Там, ну, как мне рассказали, зарезал по полной программе. Я пока еще не смотрел, даже не могу смотреть, блядь, 10 минут это хуйня, убивание человека, блядь, это пиздец, нахуй. Вот так. Так, идем дальше, а потом перейдем в мой телеграм. Так, передать тревожным мыслям, что они ошибаются. Печально, жесткой, но очень похоже на правду. 10 тезисов Вадима Лукашевича, иноагента ВА. Я не знаю о чем, но читаем, короче, подряд, что есть. Написано им в Москве еще 2 года назад, в конце 22 года. Прошло 2 года, и мне кажется, к ним и не прибавить, не убавить, а я подписываюсь под каждым, особенности под ПП 8.10. Пункт, наверное, 8-10. Первое. Россия гораздо сильнее, чем говорят об этом желающие ее поражения. Второе. Путинская власть сегодня сильнее, чем когда-либо. Блять, что за хуйня, блять? В каком сильнее? Кого она сильнее, блять, нахуй? Уже, блять, наверное, нахуй какая-то хрень. Ладно, читаем. Третье. С учетом по вышесказанного и готовности Путина воевать до последнего русского, а русские в основной массе не возражают, идущая война не закончится как минимум до следующего года. Ну, не знаю, закончится или нет, блять, воевать или не воевать, блять. Я не знаю, но
ну, как сказать вам, если вот это закончится, блядь, нам не холодно, нахуй, и закончится не тепло, нахуй. Ну, короче, вы поняли. Нам похуй вообще, по сути, блядь. Если, блядь, Башкортостан с Татарстаном вот так будет сидеть, хуйней маяться, блядь, и будете делать, что, блядь, как это, на Москву, если не будете собираться, блядь, идти, то вообще, то пизды, блядь. Вон в Сирии, блядь, победили, нахуй, Асада. Чё, вот люди, блядь. А вы чё? Вы-то чё? Так, дальше. Все разговоры о скором прекращении войны обман или самообман. Тоже неизвестно, нахуй. Мы не гадалки, нахуй. Все называемые сроки прекращения войны свидетельствуют безответственности или некомпетентности. Четвертое. Исход войны не предрешен, и поражение России, как и победа Украины в ней, не является неизбежным. Пятое. Поражение России в войне не обязательно будет концом Путина и тем более не приведет к распаду России. Вот этим более-менее я согласен. Поэтому я и говорю, блядь, выиграют, блядь, проиграют, победят, не победят. Бізге бетінде похуй туғандар. Бізге нужно понимать, что нужно вот это, так сказать, блядь, пока куй железо, пока горячо, блядь. Надо этот момент взять на рассмотрение. Мы уже рассмотрели, уже, блядь, 3 года рассматриваем, да, ведь, по идее. Я год уже, блин, с вами, да, ведь. Вот, считайте, 2-й год пошел. И тем самым, получается, мобилизация башланғанына уже 2 жылдан артты бет енді уже сентябрьда 3 жыл болады енді, блядь. Уже 2,5 жыл болған бет енді. Шонарға после этого вы и думаете, что мы понимаем, что, блядь, вот эта херня, которая сейчас продолжается, убивание, блядь, украинцев, это, по идее, блядь, это то же самое, то, что, блядь, люди из Дагестана смотрят, блядь, нахуй, на Палестину и говорят, вайдот, блядь, нахуй, убивает, блядь. То же самое мы тоже смотрим на Украину, ой, блядь, убивают, ой, блядь, убивают, нахуй. Умирает Башкортлар, умирает Татарстан, блядь. И все. Нихуя мы ничего не делаем, блядь. Ничего не делаем, блядь. Вот это пиздобольство, я не знаю, блядь, ради вас я пизжу, по идее, блядь. Оно мне нужно, нет? По идее, мне оно нужно, нет? Жду, блядь, весь день интернет, чтобы пришел мне, блядь, выйти, блядь, 3 часа ночи, блядь, нахуй, и вам начинать пиздеть, чтобы у вас было удобно смотреть, чтобы по заранке, нахуй, с будуна, нахуй, вас я буду разбужать. И так дальше идем. 7. Степень нашего... 6, блядь. Уход Путина не обязательно приведет к смене политического режима в России. Блядь. Опять нахуй. Хрень какая-то, блядь. Уход Путина, блядь. Придут навальнисты. Какая хуй разница, блядь. Эти те пидоры, которые не хотят отпускать Чечню. Подам на Башкортостан с Татарстаном, блядь, нахуй. Они нас вообще, блядь, за своих, грубо говоря, считают, нахуй. Мы как бы свои, блядь, нахуй. Так, рабы, блядь, свои рабы. Поэтому нам не то, что Чечня, нахуй. Нам вообще не светит ничего, блядь, чтобы от них отвязаться, блядь. 7. Степень нашего личного неприятия чего-либо никак не влияет на ее жизнеспособность и долговечность. Блядь, нахуй, хуйня какая-то. Полагать, что плохое обязательно кончится, и чем оно хуже, тем быстрее, выдавать желаемое за действительное. Блядь, какой-то шиза, нахуй. Я не вкурил, блядь. 8. Ладно. Россия шире русские проиграли в исторической конкуренции другим странам и народам. Нам нечего предложить ни себе, ни другим. Современная Россия – это агонизирующий исторический тупик. Но агония растянется на поколение, будет тяжелой. 9. Светлая Россия будущее такой же неизбыточный миф, как и всеобщее процветание, коммунизм или тысячелетие рейх. 10. В любом случае, судьба России будет решаться внутри России, именно поэтому влияние и голоса уехавших ничтожны. Сергей Медведев. Что за нахуй Сергей Медведев, нахуй? Короче, не знаю, зачем это я вам прочитал, нахуй.
по идее, нахуй, какая-то хуйня полная, блядь. О котором мы как будто не знаем, блядь, нахуй. И без этих, блядь, хуйни, блядь, мы понимаем, что, блядь, хуйня полная, блядь. Башкортостан и Татарстан должен, блядь, независимость была, пизда. Вот наша задача, блядь, а не то, что, блядь, какие-то мысли какого-то, блядь, кого-то копернули или что, нахуй, и засунули сюда УФАВН, блядь. Пизду, блядь. Заранее знал бы, я вам и не читал бы его, нахуй. Так, ладно, идем дальше. Ну вот, Мурат Номат. Ремень нациста вермахта написан «Бог с нами». Год mit uns. Ну, немецкая хуйня, блядь. Год mit uns. Ремень, блядь. Бляха, короче, да, бляха такая. Блядь, как это показать, нахуй. Бляха, короче. Номат, ассалам алейкум. Ну, как всегда, 3 человека только сидят, я не знаю. Но этот, мало людей здесь, не разработанный этот канал, блядь. Поэтому людей мало. Ну, наверное, в 3 часа ночи никто не вылазит, блядь. Наверное, кто-то будет листать, все равно попадет ко мне. Так. Блядь, давайте по 16 минут будем записывать.